разных профессий и возрастов, которых объединяет одно общее дело – поиск пропавших солдат. Подать заявление пришли десятки людей, в том числе Магомед Миржоев, или, как называют его родные, Владимир Миржоев. Мужчина родился в Казахстане, куда был депортирован его отец в 40-х, а своего дедушку Магомед видел лишь на фотографиях в семейном альбоме. О его судьбе не знает никто из родных. Он пропал без вести во время Великой Отечественной войны. Уже много лет Магомед ищет любую весточку о нем. Я знаю, что он был кадровый офицер, видел его фотографию еще в возрасте 10 лет, примерно 9 лет, может, 8 лет. И так вот в памяти у меня осталось это, что вот офицер, портупея, на нем, значит, это фуражка, портупея, ремень офицерский, вот это я помню, фотографию такую. Да, всего лишь на все. Знаю, что его звали Михаил, фамилия Баранов, а вот имя или прадеда я не могу сказать. Последняя надежда мужчины – это то, что поисковой отряд Ингушетии сможет найти хоть какие-то сведения о его дедушке. А вот Ася Кулиева даже не планировала участвовать в акции. Женщина – участница автобусного тура «Экспресс-Кавказ». Приехала из Кабардино-Балкарии в нашу республику на экскурсию. Однако, увидев мобильный пункт, решила узнать о судьбе своего дедушки. Я о нем знаю только не так много, к сожалению, но знаю то, что он был призван тоже в ряды вооруженных сил Советского Союза тогда. А где они воевали и куда дальше путь был, нет, к сожалению, ни писем, никаких фактов не осталось. Единственное, по, опять же, словам, значит, сослуживцев, которые где-то с ним пересеклись и дальше следы его теряются. То есть мы не знаем, где он погиб, где захоронен. Конечно, если есть такая возможность, если у вас, вашей поисковой группой будут найдены хоть какие-то следы. Пока заявления обрабатываются, участники акции возложили цветы к вечному огню. Директор краеведческого музея Магомед Сагов сегодня ищет не своих родственников. Многие из посетителей музея приносят в дар фронтовые письма своих без вести пропавших родственников. Магомед заполняет заявления за них. К нам обращался Полункоев Хасан. Он проезжал Лазаревский, и он там заметил памятник, надгробие. Чаниева ХИ написано, он сказал. Вот до сих пор его близкие, наверное, не знали, где похоронен вот этот наш земляк Чаниев. И если меня слышат родственники этого человека, пусть обратятся к нам в музей, и мы скажем, где находится захоронение. Один за другим участники акции заполняют заявления. К концу дня будут оглашены предварительные данные. Бойцов будут искать через интернет, портал «Поиск солдата». Кстати, сделать это может любой желающий у себя дома. Для этого достаточно знать фамилию, имя, отчество или награды фронтовика. Впрочем, если некоторые из поступивших заявлений останутся без ответа, поисковой отряд Ингушетии продолжит поиск сведений, но уже своими силами. Для этого будут подключены не только российские, но и международные архивные службы, с которыми отряд региона ведет тесное сотрудничество. А вот и первая весточка из архива. Буквально пару минут назад из Новосибирска, где также проходит акция, пришли неизвестные ранее данные о 23 ингушах, которые до сегодняшнего дня считались без вести пропавшими. Один вот у меня в руках наградной лист на имя Матива Салмана Азархановича. Это командир взвода, старший лейтенант. Он первым ворвался в город Смоленск. Его взвод первым ворвался в город Смоленск, и он был представлен в звании Красной Звезды. Об этом у нас нет ни в книгах памяти, ни родственники не знают. Вот эту информацию мы, конечно, передадим, будем искать сейчас родственников их, и передадим эту информацию, и будем дальше работать с ними. В день неизвестного солдата мобильные пункты по поиску пропавших без вести бойцов разместились во многих городах России. На Северном Кавказе они представлены только в Ставропольском крае и Ингушетии. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.